Довести ситуацию до абсурда, чтобы увидеть неожиданный выход из нее. С первым пунктом окружающая действительность весьма успешно справляется. А вот до второго, кажется, так ни разу и не доходило. В 1961 году молодой польский драматург Славомир Мрожек опубликовал пьесу «Кароль». Ярчайший представитель абсурдистской литературы явил миру удивительный дар анализа реальности через гротеск и деформацию. В 60-е годы прошлого века интеллектуальный автор покорил воображение читающей публики. В конце 80-х Мрожек стал едва ли не самым модным драматургом. Абсурдные ситуации, которые описывал польский автор, действительно выглядели нереальными и оттого чрезвычайно притягательными. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Но это было в прошлом веке, практически в другой жизни. Там, где новости были в большинстве своем позитивные, а бытовые преступления еще не стали частью информационной картины дня. В Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина очередная премьера. Спектакль «Сумасшедший бабай» по пьесе Славомира Мрожека «Кароль» в постановке главного режиссера театра Рашида Загидуллина. Когда я первый раз прочитал, тогда еще был другой образ мышления. Я думал, зачем это, кому это надо, и зачем выстраиваются такие отношения среди этих персонажей. Вот. С каждым разом, иногда возвращаясь к ней, перечитывая, я понимал, что, наверное, эта пьеса все-таки будет интересна. Сегодня я созрел к этому. На самом деле, когда мы ставили спектакль «Холм Агачлары» в конце прошлого сезона, как-то вышло само собой, абсурдная комедия. Да? Я думаю, да нет, есть поабсурднее. Кабинет врача-окулиста. Двое необычных клиентов. Странный дедушка и его не менее странный внук. Дедушка всю жизнь ищет некоего Кароля. Приблизительно известно, как тот выглядит, но из-за проблем со зрением дедушка никак не может его найти и узнать. Вот для этого и нужны очки. Согласитесь, ничего удивительного. Нам часто бывают нужны очки, чтобы разглядеть какого-то человека получше. Жаль, только талантливых окулистов мало. Уже при первых читках мы вникаем, пытаемся понять, разбираем. И Рашид Нургалиевич уже там сделал, мне кажется, очень важный такой момент. Он оговорил жанр. Мы к этому сначала относились, да, комедия, абсурдная комедия. А он все так отодвинул и сказал, жанр, ребята, такой. Драматическая клоунада в условиях трагического абсурда. Вот так комедия оборачивается драмой. Тоже ничего странного. Наша жизнь когда-то перевернулась с ног на голову. И понятия абсурда и нормальности приняли участие в этом перевороте. То, что раньше было приемлемым, сейчас кажется дикостью. И наоборот, видим абсурд, а нам говорят «это норма». Эта пьеса ставится впервые в Татарстане, тем более в Татарском театре комедия абсурда ставится, на самом деле, вообще первый раз. И, возможно, те люди, которые придут смотреть просто очередную татарскую комедию, они разочаруются. А те, кто все-таки думает, что придут посмотреть спектакль про отношения, кажущиеся вначале абсурдные, которые потом становятся абсолютной реальностью, страшной реальностью, и будут делать, наверное, какие-то выводы. Хотя, опять же, я не призываю ничего ни к чему, здесь никаких выводов делать не надо. Пусть люди посмотрят, и каждый сам для себя решит, принимает он это или не принимает, нужно это ему или не нужно. Bum! Yo'qla endi, men butunlay boshqa narsa turida aytmoqchi edim. Narsa turida? Men hech de narsaligizning eng ko'rinakli korifeyim. Misqal etirga tilamagan edim. Живой, динамичный спектакль идет без антракта. Своеобразный марафон абсурда, где проблемы возникают из ниоткуда, а их решение находится прямо на наших глазах. Зульфат Закиров говорит, что спектакль будет понятен всем, даже без синхронного перевода. Здесь нет времени на какое-то долгое раздумие. Здесь конкретно здесь и сейчас. Я бы даже сказал, онлайн-режим такой. Бабакай! А? О! 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 О!
В работе над спектаклем принял участие хореограф Никита Жестков. Это его первый опыт в роли постановщика пластических номеров. Когда я только пришел, мне говорят, поставь танец. Да, я начинал ставить танец, и когда мне говорят, нет, надо вот тут что-то обыграть, и что-то вот тут сделать, давай сделаем вот так, давай сделаем так. И тут получается такой очень грамотный обмен. Я учусь у них, они учатся у меня. Я им говорю, как правильно делать движение, они мне говорят, как нужно это подать в спектакль. В 21 веке Славомир Мрожик стал уже признанным классиком, а его уроки абсурда актуальны сегодня как никогда. И все же сумасшедший Бабай не собирается никого учить. Зачем? Ведь мы и так все понимаем. Ждем всех зрителей у нас в театре. Приходите, будет клево. Будем вместе искать Кароля. 10 февраля в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина премьера спектакля «Сумасшедший Бабай» по пьесе Славомира Мрожика «Кароль» в постановке главного режиссера театра Рашида Загидуллина.